Привет! Это журналистское расследование о том, как заключенные Владимирского Централа застроили половину Бурятии. Вы не ослышались. Федеральное государственное унитарное предприятие «Владимирское», которое является частью Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, действительно построило в республике большое количество объектов. Среди них сети водоснабжения, уличная подсветка, капремонты и реконструкция домов культуры, благоустройство детских садов и многое другое. Вы спросите, как чиновники мэрии, правительства и районных администраций Бурятии смогли заключать государственные контракты с ФСИНом? Неужели закон разрешает такое сотрудничество? Да, по федеральному закону о закупках номер 44 и на основании пункта 11 части 1 статьи 93 действительно можно заключать госконтракты с исправительными учреждениями без торгов и аукционов. Однако есть важное «но». Заказчик, то есть государство, может осуществлять закупку у единственного поставщика или подрядчика, то есть ФСИНа, только в том случае, если непосредственно учреждение уголовно-исполнительной системы производит товар или выполняет работы. Иными словами, по закону именно осужденные, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, должны были выполнять все вышеперечисленные строительные работы. Предвосхищая ваш вопрос, как зэки могут выйти из тюрьмы, взяться за топоры и лопаты и благоустраивать детский сад в Улан-Удэ, скажу следующее. Практика исправления заключенных через труд существует для впервые осужденных за преступления по статьям легкой степени тяжести. Иными словами, хулиганы, дебоширы и воришки, отбывающие наказание в колониях, поселениях, действительно могут быть вывезены за пределы колонии на строительные работы в город, в село или в деревню. Разумеется, во время таких работ сотрудники Федеральной службы исполнения наказания обеспечивают все меры безопасности. Такая практика ресоциализации и исправления заключенных есть и в Бурятии. Например, осужденные, отбывающие наказание в колонии поселения поселка Заиграево, выезжают на объекты, которые необходимо строить в рамках государственного контракта. Однако осужденные, которые отбывают наказание во Владимирской области, в Бурятию не приезжали и ничего не строили. Их в нашем городе и в районах республики никто и никогда не видел. Все контракты выполнили работники местных и московских строительных фирм. О них я расскажу позже. А пока рассмотрим контракты, которые чиновники заключали с ВГУП «Владимирское» ФСИН России. На сайте закупки ГОВ контрактов между ВГУПом «Владимирское» и различными государственными учреждениями Бурятии несколько десятков. Я перечислю только некоторые из них. Взгляните, что сделал за несколько минувших лет Владимирский Централ. Капитальный ремонт Дома культуры в селе Малая Кудара и получил за это из бюджета 2,5 миллиона рублей. Ремонт библиотеки села Усть-Кяхта обошелся государству в 2 миллиона. Эти деньги ВГУП «Владимирское» перечислило муниципальное бюджетное учреждение Кяхтинская централизованная библиотечная сеть. Почти в 1,5 миллиона рублей обошлось бюджету Улан-Удэ обустройство водоразборной колонки на улице Столбовая. За строительство сетей водоснабжения на улицах Асеева, Серова и Воровского муниципальное учреждение Улан-Удэ «Стройзаказчик» заплатила Владимирскому почти 1 миллион рублей. 782 тысячи рублей ВГУП «Владимирское» ФСИН России заработала на благоустройстве территории детского сада «Снежинка» по улице Загородная в Улан-Удэ. Теперь перейдем к более дорогим контрактам, которые бурятские чиновники отдавали в ГУП «Владимирское» в 2018-2020 годах. Итак, сети водоснабжения микрорайона Левый берег Владимирская построила за 2,5 миллиона. Столько же комбинат по благоустройству города Улан-Удэ заплатил Владимирскому за ремонт дорожных ограждений в Улан-Удэ. За строительство водоводов в селах Нижняя Иволга и Хайтыбые администрация Иволгинского района перечислила 6 миллионов, а потом еще 9. За устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Усть-Баргузин от муниципального казенного учреждения «Баргузинский» районный комитет имущественных отношений в ГУП получила 8,3 миллиона рублей.
25 миллионов Владимирский Централ получил на свои счета за реконструкцию здания и благоустройство территории культурно-досугового учреждения имени Вагжанова в Улан-Удэ, от другого муниципального учреждения Улан-Удэ «Стройзаказчик». Владимирский Централ охотно брался ремонтировать и строить за куда более скромные гонорары. Например, за капремонт здания котельной в Заиграево в ГУП Владимирская получила 633 тысячи рублей. За выполнение работ по устройству нескольких контейнерных площадок для мусора в Улан-Удэ 885 тысяч. За обустройство спортивной площадки для подготовки сдачи нормативов ГТО в парке по улице Ленина в селе Хоринск 527 тысяч. 243 тысячи рублей руководство в ГУП Владимирская в СИН России получило от чиновников администрации Улан-Удэ за строительство сетей водоснабжения на улице Школьная. Чтобы у вас не осталось сомнения в том, что Владимирская застроила половину нашей республики и заработала на этом деньги, вот еще несколько примеров. За ограждение кладбища в микрорайоне Горький в ГУП Владимирская от комбината по благоустройству Улан-Удэ получила более 6 миллионов рублей. А за устройство контейнерных площадок для мусора комбинат заплатил в СИНу около 5. Не только комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ любит заключать контракты со ФСИНом, но и муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет». В 2019 году за устройство архитектурно-художественной подсветки на площади Советов и на площади Славы «Горсвет» перечислил ФСИНу 1,6 миллиона рублей. В Улан-Удэ на улице Бабушкина, 25, тоже есть архитектурно-художественная подсветка административного здания. На транспортной развязке улиц Балтахинова, Куйбышева она тоже есть. Я думаю, вы уже догадались, кто ее сделал. Конечно, Владимирский Централ. За это в ГУП Владимирская в СИН России получила от муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» почти 5 миллионов. Самый дорогой контракт между Горсветом и ВГУПом – архитектурно-художественная подсветка на проспекте Победы и путепроводе по адресу улица 50-летия Октября, улица Ирбанова, которую делали к чемпионату мира по боксу среди женщин в 2019 году. Она обошлась бюджету почти в 60 миллионов. О недоделках этой подсветки мы еще поговорим. Надо сказать, что чаще всего контракты Владимирская получала от муниципальных учреждений комбинат по благоустройству города Улан-Удэ, Горсвет и Улан-Удэ «Стройзаказчик», а также администрации Иволгинского района. Например, за период с 2018 по 2020 годы Улан-Удэ «Стройзаказчик» за 12 контрактов перевел на счета ВГУПа почти 37 миллионов рублей. А комбинат по благоустройству города Улан-Удэ за период с июня по ноябрь 2019, то есть всего за 5 месяцев, заключил 11 контрактов на 17 миллионов. Администрация Иволгинского района за 2018-2020 годы заключила 6 контрактов с ВГУПом и отдала предприятию 28 миллионов рублей. Кто же, если не заключенные Владимирских колоний и поселений, выполнил все строительные работы? В Иволгинском районе, я напомню, там строили водоводы, канализационные сети, благоустраивали улицу Ленина в селе Иволгинск. ФСИН привлекла 3 субподрядные организации – Спецстройавто, Строймонтаж и Синетек. Архитектурно-художественную подсветку к чемпионату мира сделала московская фирма под названием City Light. Именно она стала субподрядчиком ВГУПа Владимирская в Улан-Удэ. А на выполнение 11 контрактов, которые ВГУП получила от муниципального учреждения комбинат по благоустройству города Улан-Удэ, привлекались вот эти фирмы: Бурэнергострой, Светобор, Анстрой, СБР, Буржилстрой, Ампирстрой и некоторые другие. В официальных ответах, направленных 7 на 7, специалисты муниципальных учреждений Горсвет, Улан-Удэ «Стройзаказчик», а также администрации Иволгинского района есть одна любопытная деталь. Там сказано, что на территории республики было организовано обособленное подразделение ВГУП Владимирская в СИН России, и руководил им некто по имени Гениев А.Б. Он же и подписывал все приемочные документы между заказчиком работ и Владимирским. Что это за подразделение такое, чем оно занималось, неясно.
Пресс-служба ФСИНа ответила только на 6 вопросов из 17 в журналистском запросе. О том, что Владимирская осваивает государственные деньги на серых схемах, мы с вами, наверное, никогда бы и не узнали, если бы не одно «но». Пара сделок заинтересовала прокуратуру республики. Наверняка не сами прокуроры почуяли неладное. Можем только предположить, что туда пожаловался кто-то, кто хотел бы стать субподрядчиком ФСИНа в Бурятии, но его прокатили и сделали субподрядчиком другую фирму. Как бы там ни было, прокуратура год назад рассмотрела 2 жалобы и нашла признаки нарушения статьи 16 Федерального закона о защите конкуренции. Оно выразилось в том, что договоры заключались без проведения конкурентных процедур. Прокуратура поручила антимонопольщикам разобраться с этим. Специалисты Управления антимонопольной службы по Республике Бурятия рассмотрели жалобы и возбудили дела. Первая жалоба касалась муниципального бюджетного учреждения Иволга. Это структурное подразделение администрации Иволгинского района. Бюджетное учреждение было заказчиком на выполнение монтажа сетей водоснабжения и заключило сделку с Совгуп Владимирская ФСИН России как с единственным поставщиком. Вторая жалоба касалась другого муниципального бюджетного учреждения. Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ заключил с Совгуп Владимирская договоры на выполнение специализированных строительных работ тоже как с единственным поставщиком. За комментарием мы обратились к руководителю управления антимонопольной службы по Бурятии. Если мы обратимся к закону о контрактной системе, априори у нас все закупки должны осуществляться на конкурентной основе. Но есть некоторые исключения, в том числе эти исключения у нас установлены статьей 93 закона о контрактной системе. Если работа и оказание услуг, поставка осуществляется системой исполнения наказаний. И здесь закон четко определяет, что данные работы, услуги, либо поставка товаров должны осуществляться непосредственно учреждениями исполнения наказания. Как установили в ходе проверок органы прокуратуры, так и в ходе рассмотрения дела нарушения антимонопольного законодательства было установлено, что заказчики, заключая договор с ГУП Владимирская, предвидели ситуацию, что, возможно, в ГУП Владимирская может выступить генеральным подрядчиком. Но, тем не менее, они видят, есть исключения в законе, заключают договор с единственным поставщиком в обход уже конкурентных процедур. Далее в ГУП Владимирская заключает на совершенно развитом рынке строительства с субподрядными организациями, расположенными у нас в Республике Бурятия, с нашими местными организациями уже на исполнение непосредственно данных работ. В этом и есть нарушение. То есть здесь налицо у нас соглашение между заказчиком и исполнителем, которое приводит к ограничению конкуренции. Приводит к ограничению доступа выхода на рынок, в данном конкретном случае строительный рынок, ремонтная работа. А вот муниципальные заказчики, они почему нарушают эту норму? Они не знают законодательства. Им все равно, кто выполнит эти работы. Это проще отторговаться с одним поставщиком и не заморачиваться дальше. Какой мотив? Возможно, мотив, конечно, еще там какие-то откаты, но мы их трогать не будем, нет, мы о них не знаем. Нет, мотивы здесь, говорите, какой-то коррупционной составляющей, я не берусь и не буду даже думать об этом. Мы предполагаем, что данных мотивов не было, и в этой части полагаемся на добросовестных заказчиков. Здесь, конечно же, заказчику проще всего обойти эти процедуры ввиду все-таки некой громоздкости процедуры, предусмотренной 44-м федеральным законом о контрактной системе. К вам приходит представитель системы исполнения наказаний, который обязуется лично выполнить эти работы. Законом предусмотрена возможность заключения на неконкурентных процедурах. Конечно, здесь в первую очередь можно говорить об удобстве для заказчика. Искушение большое. Да. Но здесь все-таки надо предполагать, что
не достигается основная цель закона о контрактной системе. Это экономия бюджетных средств. Это самое главное. Это первое. И второе, это, конечно же, ограничение конкуренции. То есть, если мы возьмем в совокупности два этих фактора, почему проводят у нас конкурентную закупку, да, там, процедуру? То есть, появляется количество участников более два и более, то есть между ними возникает здоровая конкуренция, снижается цена и, как итог, экономия бюджетных средств. В данном случае ничего этого не было. В ходе рассмотрения дел мы установили, что заказчики предполагали негативные последствия, да, то есть это не будет ни экономии, не будет доступа других участников, профессиональных участников данного рынка. Этого ничего не было. Но, тем не менее, они считали, что их действия соответствуют норме закона. Они могли знать, ну это, конечно, у них надо спрашивать, что эти работы должны исполнить именно заключенные? Здесь такой вопрос, могли знать, не могли. Все-таки заказчик, он профессионал в своей сфере, да, то есть он знает, он должен знать нормы, требования, которые у нас установлены законом о контрактной системе, может быть даже законом о защите конкуренции. Более того, вся эта история, она появилась не потому, что вот органы прокуратуры вдруг пошли с проверкой и выявили. Нет. Здесь Кто-то пожаловался, какая-то фирма, которую прокатили. вполне возможно. У нас очень активные бизнес-сообщества, особенно малое предпринимательство, которые, но все-таки возможности доступа к бюджетным средствам ограничены самим бюджетом. И, конечно же, они видят, что возможны такие варианты, а может быть, он бы выполнил эти работы дешевле, может быть, сэкономил бы бюджетные средства и обеспечил бы работой свою организацию. Здесь стоит только предполагать. Также в 2019 году вышло разъяснение Федеральной антимонопольной службы. Оно в свободном доступе. Кто занимается закупками, о нем знают, что вот это исключение, предусмотренное законом о контрактной системе, заключение с единственным поставщиком, которым является представитель системы исполнения наказаний, оно должно осуществляться силами именно данного учреждения исполнения наказаний, более никем. И когда мы рассматривали дела, да, но представители заказчиков, как правило, указывали на то, что у них в силу закона нет обязанности осуществлять какой-либо контроль, надзор, кто исполняет, кто выполняет. То есть здесь указывается, что работа же выполнена, цель достигнута, все хорошо, акты подписаны, там никаких претензий нет, но мы всегда исходим более. Мы смотрим на цель данного закона, на его принцип, поэтому здесь говорить о том, что заказчик не знал о каких-то негативных последствиях, но мне кажется, преждевременно и неуместно. То есть они уже понимая, что обошли закон, они указывали на то, что как мы можем допустить заключенных к исполнению данных контрактов. Я знаю много примеров из практики по всем регионам России, где данные работы выполняются. И выполняются очень даже неплохо. А вот это особое подразделение, о котором вы тоже указываете в своем официальном ответе, которое было создано здесь, в ГУП Владимирским, и представитель некто Гинеев, который подписывал все приемочные вот эти работы о том, что что-то построено. Это что за подразделение? Вообще вам удалось пообщаться с этим человеком? Кто этот человек? Абсолютно. То есть мы контактировали непосредственно с унитарным предприятием Владимирское, направляли, вся переписка у нас шло через, я не помню в каком регионе, по-моему, Владимирской области, да, зарегистрировано. Непосредственно в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства представителей у нас не было. У нас была такая пассивная позиция, то есть здесь в ГУП Владимирская знала о всех негативных последствиях, что так делать нельзя и будут негативные последствия в виде штрафов, предписаний, решений и тому подобное. По мне так кажется, что ввиду того, что все-таки
предвидела итог. Ну, в ГУП Владимирской заняла такую пассивную позицию. И уже когда мы привлекали к административной ответственности непосредственно унитарное предприятие, тогда уже к нам приезжал представитель, но представитель находился в Иркутской области. Я могу предполагать только, что здесь был некий человек с доверенностью, который представлялся, ну, у которого была настоящая доверенность, он был уполномоченным лицом, представлял интересы, подписывал документы, договоры, акты. Ведь эта инициатива вот в данном случае была именно от ВГУП Владимирской. То есть, как нам поясняли, появился некий гражданин, представился сотрудником, представил, совершил оферту, да, представил документы и с ним. У него было очень выгодное деловое предложение. Когда мы говорим, а как была сформирована цена? Ведь у нас закон о контрактной системе предусматривает целую процедуру формирования начальной максимальной цены контракта. На этот вопрос никто ответить не смог. Можно ли сказать, что вот эти все контракты, суммы, они как бы немножко с потолка? Ну, я не берусь, так сказать, с потолка. Все-таки расчеты были же сметные расчеты. Заказчик, наверное, проверял. Все-таки заказчик тоже у нас профессиональный участник. И где-то видел завышение, может быть, и поспорил в какой-то части, может, где-то что-то снизили, а может, что-то и добавили. Кто и какую ответственность понес? Да, были возбуждены административные производства, были привлечены муниципальные заказчики, точнее, должностные лица муниципальных заказчиков. Сумма штрафов составила по каждому делу, 2 дела в отношении муниципальных заказчиков, 20 тысяч рублей. По ВГУП Владимирскому было привлечено непосредственно юридическое лицо, также по 100 тысяч рублей. Они еще не оплатили штраф, у них срок только сейчас истекает на оплату, но у них тяжелое финансовое положение. Не все фирмы, которые ФСИН выбрала в качестве своих субподрядчиков, строили в Бурятии хорошо. Вернемся к той самой подсветке за 60 миллионов. Работу выполняла фирма, зарегистрированная в Москве под названием City Light. Отработала она некачественно. И заказчик этой подсветки, муниципальное учреждение администрации Улан-Удэ «Горсвет», подало иск в суд на Владимирский Централ. Горсвет требует у исполнителя устранить нарушения и вернуть около 600 тысяч рублей. ВГУП, в свою очередь, обратился в арбитражный суд с иском к своему подрядчику, компании City Light, и потребовал восстановить работоспособность линейных светодиодных светильников на путепроводе по адресу проспект 50-летия Октября, улица Ербанова. Суд частично удовлетворил требования ФСИНа и постановил, что надо исправить недостатки на подсветке до 22 января 2021 года. А еще оштрафовал City Light на 60 тысяч. Также на ВГУП Владимирская подавала в суд государственное казенное учреждение «Государственная племенная служба». Ей унитарное предприятие через своего субподрядчика, разумеется, ремонтировало гараж. Он расположен на улице Хахалова, 2А в Улан-Удэ. Сумма контракта почти 2,3 миллиона рублей. Племенная служба просит вернуть 45 тысяч, которые, по мнению казенного учреждения, выплачены необоснованно. Это дело в арбитражном суде республики пока прошло первую инстанцию. Сама Федеральная служба исполнения наказания судилась и продолжает судиться с другими своими подрядчиками, с фирмами «Строймонтаж», «СК Нова» и «Замстрой». Почему именно эти фирмы стали подрядчиками, Владимирская объяснила в своем официальном ответе так. Эти фирмы предложили оптимальные условия в части сроков, стоимости и стандартов выполнения работ. Думаю, теперь во ФСИНе поняли, что со строительными стандартами у нанятых ею контор проблемы. И может проще все-таки работать честно, используя труд заключенных. Им халтурить и работать спустя рукава невыгодно. Арестанты, которые трудятся на совесть, могут претендовать на УДО. Теперь к выводам. Во-первых, работы выполнены без использования труда осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Это означает, что они не справлялись и не зарабатывали себе на жизнь. Мы знаем, что после освобождения из тюрьмы человек зачастую оказывается без средств к существованию.
Отчасти именно поэтому он вновь совершает преступление и снова отправляется за решетку. Во-вторых, учреждения уголовно-исполнительной системы Бурятии в целом и Улан-Удэ в частности, например, колонии номер 2, 3, 7, 8, не смогли стать, а могли бы быть участниками закупок, претендовать на поставку товаров и услуг для государственных нужд и получить за это оплату. Но этого тоже не случилось, потому что договоры, скажем, между комбинатом по благоустройству Улан-Удэ и ВГУП Владимирская ФСИН России устранила конкуренцию на этих товарных рынках. Вывод номер 3. Бурятские чиновники, участвовавшие в этих контрактах и заключившие договоры со ФСИНом, продемонстрировали свою некомпетентность. Чиновники не могли не знать, что ФСИНу нельзя привлекать третьих лиц. Производить товары, оказывать услуги и выполнять работы обязан непосредственно контрагент. Четвертый вывод. Прокуратура Бурятии проверила только 2 сделки. Непонятно, почему проверка была выборочной. Абсолютную часть торгов прокуроры решили не проверять. Видимо, в прокуратуре считают, что копать глубоко не нужно, а основательное расследование проведет кто-нибудь другой, например, журналистка. ФАС России за последние годы часто сталкивается с тем, что контракты госзаказчики заключают с предприятиями ФСИН, но они выступают в качестве посредников для обхода конкурентных процедур. Но, несмотря на это, похоже, что ВГУП Владимирская работает так по всей стране. Полюбуйтесь на этот длинный список контрактов с сайта Закупки.gov. К слову, сейчас Владимирский Централ сбавил темпы своей бурной коммерческой деятельности. Последний контракт ВГУПа в Бурятии датирован декабрем 2019 года. А самый свежий контракт унитарное предприятие заключило в конце января 2021 года. Владимирская поставляет замороженную говядину почти самому себе. Точнее, Управлению Федеральной службы исполнения наказания по Владимирской области. Закупка 20 тонн мяса обходится управлению почти в 7 миллионов рублей. Напоследок, в апреле этого года в правительстве России говорили о том, что можно вернуться к практике использования труда заключенных на строительстве БАМа. Там сейчас очень не хватает рабочих рук. Юристы полагают, что существующая нормативная база позволяет привлекать осужденных к подобным работам, но лишь на условиях оплаты по договору с учреждениями ФСИН и с существенными ограничениями. Вице-премьер Марат Хаснуллин поручил Минтрансу, ФСИНу и РЖД проработать этот вопрос и обсудить создание инфраструктуры для размещения осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Верим, что серых схем на Байкало-Амурской магистрали ФСИНу в этот раз удастся избежать. Читайте и смотрите 7 на 7. Подписывайтесь на наши соцсети, а еще не забудьте сделать репост этого расследования. До встречи!